Первым вопросом депутаты заслушали отчет об исполнении республиканского бюджета за 2025 год. Документ представил министр финансов Саид Губаз. Государственный бюджет Абхазии по доходам исполнен в объеме 21 миллиарда 726 миллионов рублей. Расходная часть бюджета достигла 20 миллиардов 526 миллионов рублей. Поступления доходов в 2025 году увеличились на 5 миллиардов 984 миллиона рублей или на 38% по сравнению с 2024 годом. Цхырара амшхак айзерхара ау. Ари цхырара амшхак юнуски вех бушуксызы на 9 миллиардки хыши пшинижа миллион мат рынза. Ирубаси хаданы из гвастерстахуб ахатпы хашалапы ахынткарат бюджет айзхараги юнуски вех бушуксызы. Уина 9 жах миллиард хыши юнижа впа миллион. Национальный банк Абхазии 30% своей прибыли будет напрямую перечислять в доход республиканского бюджета. Соответствующие изменения в закон о Национальном банке Республики Абхазия внес парламент. При рассмотрении законопроекта депутаты поддержали президентскую поправку. Также была одобрена поправка спикера Лаши Ашуба. Ваш Нукзач, вы предложили кандидатом на должность председателя Банка Абхазии может быть гражданин Республики Абхазия, имеющий высшее экономическое образование. Предложение было администрации президента. Коротко скажу, значит, по действующей норме, вы знаете, сметы расходов Национального банка. Национальный банк, значит, посылает президенту, и президент присылает парламенту на утверждение смету расходов. Действует, значит, в нынешнем проекте мы сделали, значит, так, что и президенту можно Национальный банк представить, и, значит, парламенту. Но администрация президента, значит, внесла, значит, изменения, поправку, что оставить так, как в действующей редакции, что смету расходов Нацбанк присылает президенту, и президент на утверждение, значит, присылает в парламент. Закон обязывает Национальный банк перечислять прибыль в размере 30% в доход до республиканского бюджета. И что касается последней поправки, почему мы ее предложили, это касается не отчетности, либо основных направлений, потому что вся конструкция закона и по всем документам, касающимся деятельности Национального банка, которые утверждаются парламентом, они проходят процедуру, что Национальный банк разрабатывает, представляет президенту, и президент направляет в парламент. Это также касается основных направлений денежно-кредитной политики, ежегодного отчета, и также мы предложили по проекта сметы доходов и расходов на финансовый год. В республике на сегодняшний день действуют 4 режима налогообложения, 3 из них упрощенные. По мнению налоговой службы, закон о специальном режиме налогообложения на момент его принятия успешно выполнил свою функцию по администрированию налогоплательщиков. Однако с технической точки зрения он уже немного устарел. Поправки в налоговое законодательство, направленные на совершенствование налоговой системы Абхазии, были приняты в первом чтении. И данный законопроект о патентной системе налогообложения, если можно его так назвать, это некий симбиоз специального режима налогообложения и патентного режима налогообложения. С точки зрения удобства для налогоплательщиков, хочется отметить следующее. То есть сам режим налогообложения в виде патентной системы налогообложения, он предусматривает разовую, условно говоря, уплату налогов. В зависимости у налогоплательщика, естественно, есть выбор. То есть по периодам оплатить или разово патент за год оплатить, и выдается бланк патента, бланк строгой отчетности с определенными защитами, с QR-кодом, который подтверждает, что, условно говоря, этот патент выдан конкретно определенному человеку на вид деятельности. Да. И этот бланк патента подтверждает его законность осуществления его деятельности. То есть минимизирует вообще, в принципе, какие-либо налоговые проверки и так далее. И вообще, в принципе, любые проверки любых служб. Депутаты Народного собрания приняли в окончательном чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере авиации. Основная цель поправок – предоставление налоговых льгот для поддержки и развития этой стратегической отрасли. Как известно, с 1996 года у нас действовал специальный закон о предоставлении налоговых льгот гражданской авиации Республики Абхазия. Но в самом законопроекте было указано, что
данные льготы предоставляются РУП, Абхазские авиалинии и вообще гражданской авиации в целом до возобновления деятельности аэропорта. Представленный проект закона предусматривает налоговые льготы только лишь для компаний, резидентов Республики Абхазия, которые осуществляют внутригосударственные воздушные перевозки. То есть это не касается международных рейсов, это только внутренние, либо по территории Республики Абхазия, как в село Псху, либо в целях развития внутреннего туризма. Это не касается международных воздушных перевозок. Во втором окончательном чтении принят проект закона о совершенствовании бюджетно-правового статуса городов Новый Афон и Пицунда. Документ, внесенный президентом Республики Абхазия, направлен на реформирование статуса органов местного самоуправления и госуправления в этих городах. Данный проект закона был разработан рабочей группой в связи с обращением Пицунского городского собрания к президенту Республики Абхазия с просьбой рассмотреть вопрос о восстановлении бюджета городов в районе, именно городов в районе Пицунда и Новый Афон. Он предусматривает восстановление с 2027 года бюджета города Пицунда и с 2028 года местного бюджета города Новый Афон. Почему предложен такой дифференцированный подход для вступления в силу? Потому что финансовые бюджетные возможности Пицунды, они значительно отличаются от возможностей Нового Афона, и предлагается, что та часть местных налогов, которая взимается на территории города Пицунда и Новый Афон, они будут поступать не в районный бюджет, а в бюджет соответствующих городов. Депутаты парламента внесли изменения в Уголовный кодекс. Документ дополняет кодекс новой статьей, которая устанавливает уголовную ответственность за незаконные поиски и изъятие археологических предметов из мест залегания. Эта инициатива направлена на защиту историко-культурного наследия страны от неконтролируемых раскопок. В защите историко-культурного наследия неоднократно выходила с инициативой, чтобы ужесточить законодательство в этой сфере. Это вводится новая статья. Вообще в Уголовном кодексе не было санкций за такие деяния, а именно за незаконный поиск, изъятие археологических предметов из мест залегания. В основном такая деятельность осуществляется черными копателями. Это на территории Цыбельдинского заповедника. Принимая бюджет по инициативе депутатов, были включены бюджетные средства дополнительно, чтобы создать администрацию заповедника и также принимать меры по сохранению нашего культурного наследия. И в том числе, чтобы был правовой механизм, а именно привлечение к уголовной ответственности лиц, которые осуществляют данную незаконную деятельность. Парламент Абхазии изменил порядок регулирования споров о месте жительства детей и порядка осуществления родительских прав до вступления в силу судебного решения. Депутат Дмитрий Маршани отметил, что споры между родителями могут продолжаться месяцами и годами, а отсутствие временного механизма часто приводит к ситуации, когда один из родителей ограничивает общение ребенка с другим. Если происходит судебная тяжба между родителями, определение места жительства ребенка. В законодательстве четкого механизма регулирования этого вопроса нету, поэтому вы знаете, на практике очень много таких, случаев, поэтому мы вводим механизм, который регулирует, эти взаимоотношения. Комитет одобрил. Парламент Абхазии принял в первом чтении проект нового земельного кодекса. Действующий в настоящее время земельный кодекс был принят еще в 1994 году. Согласно документу, земля в республике остается в исключительной собственности государства. При этом земельные участки могут предоставляться гражданам и организациям на ограниченных правах, а также в аренду или безвозмездное пользование. Проект закрепляет основные принципы земельного законодательства, среди которых учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, приоритет ее охраны как важнейшего компонента окружающей среды, сохранение особо ценных земель и территорий с особым статусом. Я думаю, что не зря этот вопрос был инициирован президентом Республики Абхазия. Пожалуй, пришло время пересматривать земельные отношения, которые сложились у нас за все прошедшие годы, и земля – это ресурс, который, к сожалению, иссякает, да?
и нужно им очень рационально распоряжаться. Поэтому прошу всех принять участие, потому что данный земельный кодекс, он устанавливает новые правила взаимоотношений, скажем так, которые носят более охранный характер, чем это было до этого. Наверное, там не будет, любой закон, он будет подвергаться там доработке, изменениям, он несовершенен, но с учетом сегодняшнего времени надо принимать. Вот мы принимали и градостроительный кодекс, было много там недочетов, вопросов и так далее, но с течением времени мы эти недочеты стараемся устранять. Также я предлагаю поступить и с земельным кодексом. Парламентарии во втором и окончательном чтении поддержали инициативу президента Бадры Гунба и внесли изменения в закон о статусе депутата Народного собрания. Отныне депутаты парламента Абхазии будут приносить присягу на абхазском языке. Участие в выборах в парламент лиц с судимостью за тяжкие преступления ограничили в Абхазии. В первом и втором окончательном чтениях принят законопроект о внесении соответствующих изменений в Конституционный закон о выборах депутатов Народного собрания. Инициатива принадлежала президенту Бадре Гунба. Предусмотрено ограничение пассивного избирательного права кандидатами в депутаты не могут быть лица, которые имеют не снятую и не погашенную судимость. Здесь предлагается дополнить эту статью, в том числе и в отношении лиц, которые совершили тяжкие и либо особо тяжкие преступления, чтобы по прошествию определенного времени, даже после снятия либо погашения досрочного снятия либо погашения судимости, чтобы по тяжким преступлениям они не баллотировались еще 10 лет и по особо тяжким 15 лет. При подготовке и рассмотрении законопроекта в том числе была идея, чтобы вообще установить по отдельным категориям преступлениям бессрочный избирательный запрет, но когда разрабатывали данный законопроект, в том числе и опирались на опыт других стран. Я вообще считаю, что если мы говорим о такого рода преступлениях, как тяжкие и особо тяжкие, 5 лет пройдет, 10 лет пройдет, это не так важно. Наверное, вообще не стоит, на мой взгляд, таким людям стремиться в народное собрание. Изменены правила финансирования избирательных кампаний. Поправки дополняют статью 51 новым основанием для отмены регистрации кандидата. Превышение установленного лимита расходов избирательного фонда более чем на 3%. Эта норма будет касаться только тех случаев, когда депутат сам решил, избирательный фонд свой создать. И вот здесь, что касается 10 тысяч установленных МРОТ, раньше было 10 тысяч, сейчас мы устанавливаем порог выше, до 30 тысяч. Это первая норма. Вторая, если в своей избирательной кампании установленным законом предельного размера расходных средств избирательного фонда, чтобы не превышало более чем на 3%. 30 тысяч МРОТ. Это 1 800 000. Было 10 тысяч МРОТ, увеличили до 30. Депутаты Народного собрания приняли проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Республики. Документ разработан для совершенствования законодательства в сфере избирательных прав и защиты выборных процессов от внешнего влияния. Законопроект направлен на пресечение неправомерного вмешательства иностранных граждан и лиц без гражданства в политическую жизнь страны. Поддерживаем данный законопроект, исходя из того, что основополагающими принципами избирательного права является то, что в выборном процессе должны участвовать только граждане того государства, где проходят выборы. Лица без гражданства, иностранные граждане в выборах ни в какой форме участвовать не должны. Кандидаты в депутаты парламента теперь будут проходить языковое тестирование. Данные изменения разработаны в целях реализации требования о владении абхазским и русским государственными языками. Само требование знания абхазского языка для депутатов парламента было принято в 2022 году депутатами 6-го созыва. Та норма, которую мы применяем и принимаем сейчас, она, напротив, призвана уточнить эту норму о создании лингвистической комиссии при Центральной избирательной комиссии. Я предвижу, что еще дополнительные изменения, возможно, надо будет включить, какие-то технические. Но это значит, что создается комиссия, и она принимает решение, каким образом будет этот экзамен проходить. Кто-то говорит, что
это вот такие настроения, другие. Здесь вопрос сохранения абхазского языка. Я не побоюсь этого сказать, в том числе и себя считаю, значит, виноватым в том, что абхазский язык мало звучит в абхазском государственном управлении, в государственных органах и в обществе. Все мы должны в отношении этого над собой поработать и предпринять меры для того, чтобы... Это сложно, нужно документооборот поменять. Все фактически на русском языке. Но проблема и боль абхазского народа и народа, проживающего в Абхазии, состоит в том, что у нас есть некоторые сложности с тем, знает ли население родной язык страны. И мы должны к этому приложить усилия. Вопроса с дискриминацией или по национальным признакам не существует. Это точно, потому что в правовых актах, которые созданы в абхазском государстве, в первую очередь это Конституция Республики Абхазия, говорится в 6 статье, что наряду с абхазским русский язык тоже имеет государственное значение. То есть это о чем говорит здесь именно вот исходить из этой точки, если то русский язык тоже имеет здесь значение. Но сегодня идет речь о том, что сохранить абхазский язык. Лингвистами, учеными, нашими учеными доказано, что в силу того обстоятельства, что абхазский народ малочисленный, идет, значит, такая тенденция, что мы можем потерять родной язык. Ни в коем случае не должны этого допустить. Помните, когда Зураб Ачба, Царство Небесное, выступал, говорил, что первое, когда вот мы выиграем войну, первое, что мы должны сделать, это первое и последнее, это закрепить государственный язык, абхазский язык. Именно по этому пути пошел парламент. И до этого, и в 22 году, но это нужно было, конечно, сделать и раньше, в 15 году и в 7 году, то, что были постановления приняты, просто они не исполнялись. Это в первую очередь, если человек, который идет в парламент, кем он должен быть? Патриотом своей страны, а патриот должен говорить на своем государственном языке, об этом идет речь. Парламент Абхазии отклонил ряд поправок в избирательное законодательство. Среди них увеличение срока запрета на публикование результатов опросов общественного мнения, связанных с предстоящими выборами депутатов Народного собрания, с 10 до 30 дней до дня голосования. Не прошла и поправка о временном запрете на перепрописку граждан Абхазии, достигших 18-летнего возраста со дня назначения выборов до подведения итогов. Запрет на начало и проведение ремонтно-строительных работ, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского или местных бюджетов. В течение 2 месяцев до дня голосования до официального опубликования результатов выборов также не получила поддержки народных избранников. Вопрос о введении ценза оседлости для кандидатов в депутаты был снят с рассмотрения. Следующим вопросом депутаты приняли в первом чтении дополнение в Гражданский процессуальный кодекс. Парламент принял во втором окончательном чтении изменения в Конституционный закон о судебной власти. Согласно проекту закона, все судьи Абхазии будут приносить присягу на государственном абхазском языке. Шазина Ханагу, Араму Камке, Абхазское телевидение.